Как слышно? Добрый день. Как слышно, как видно?
Немножечко техническая у нас заминка произошла. Можете, пожалуйста, в чат написать, слышно или видно, потому что я, честно говоря, никого не вижу. Видимо, система такая здесь. Так, слышно, видно? Хорошо, если слышно, видно, то отлично. Начну. Хорошо. Добрый день. Спасибо большое, что вы присоединились к эфиру. Вас очень много, это очень приятно. Мое первое выступление в таком формате. Меня зовут Таисия Тарабукина, я руководитель компании Multidetec. Наша компания стартап. Мы занимаемся очень необычным, действительно необычным и очень важным проектом. Мы позиционируем себя как цифровое издательство, занимаемся разработкой и выпуском детских книг. Но это необычные книги, необычного формата. Это книги, которые оживают с помощью бесплатного мобильного приложения. Наша компания развивает проект под брендом Smart Books. На сегодняшний момент уже выпущено порядка 10 интерактивных книг. И я хотела бы рассказать, чем отличается обычное издательство книжное от цифрового издательства и чем уникален наш стартап. Вот вам покажу сейчас книжечки. Это, на первый взгляд, казалось бы, обычные такие книжки. Обычные книжки, но они необычные. Я сама мама 2 детей, мои детки еще маленького возраста, и когда только-только мы начинали приходить к нашему проекту, я столкнулась с личной такой проблемой, как многие очень занятые мамы, приходя с работы, было крайне, ну, скажем, выгодно ребенку дать мобильный телефон или планшет, чтобы он посмотрел в YouTube, поиграл в какие-то игры, а мне просто дал отдыхать. Ситуация эта мне, конечно, очень не нравилась. Я думаю, я не одна такая мамочка и родитель, которая злоупотребляла или злоупотребляет гаджетами, да, YouTube, различным цифровым вот этим контентом. Вот, и я стала делиться этой проблемой со своей командой. Я им рассказывала, что, ребята, знаете, мы, ну, как бы много с вами работаем, я прихожу домой, даю все время телефон, и мне это не нравится, потому что все-таки мне хотелось бы что-то другое. Говорю, может быть, мы придумаем для наших детей, ну, скажем, игру, да, мобильную игру. Так как компания, моя компания Multidetec, мы занимаемся профессионально разработками мобильных приложений и сайтов, для нас, в принципе, это было технически возможным, да, создать компьютерную мобильную игру. Вот. Ну вот мы посидели с командой и подумали, что если как бы мы создадим очередную компьютерную игру, то ребенок еще больше туда втянется, и мы решили этого не делать. Поскольку у нас опыт нашей команды заключался вот в разработке этого цифрового контента, мы очень много делали проектов, связанных с технологией дополненной реальности. Это когда мобильное устройство могло с помощью компьютерного зрения оживлять любые поверхности. Да? Звучит это необычно, звучит это даже фантастически, но такая технология есть. Вот. И с командой мы проводили очень много брейнштормов, беседовали, что же нам такое сделать, полезное для наших детей. И очень хотелось с командой уйти в сторону разработки собственного продукта. Да. Мы раньше специализировались на заказах, ну, то есть делали, допустим, для компании платно мобильные сайты, приложения. Вот. И вот эта вот мысль очень давно у нас созрела, и материнство как-то оно вот все подтолкнуло к тому, что мы решили выпускать собственный продукт. Много вариантов было, в том числе вот компьютерная игра. И мы вспомнили об этой технологии, о технологии дополненной реальности, которая могла бы объединить гаджет, цифровой носитель, мобильный телефон или планшет и какой-то физический предмет. Да? Но вот в данном случае это послужила книга.
Поскольку у нас у самих не было опыта и экспертизы вообще издания детских книг, какого-то творческого подхода, потому что книгу создать это нужно художника, автора, иллюстратора иметь, да, а мы все-таки технари были. Я обратилась с этой идеей в наше книжное издательство «Бичик», и мы выпустили очень интересную книгу. Это первый наш проект, книга про мамонтенка Моника. Она была у нас запущена к Новому году. Я пришла к ним в августе с этой идеей, и буквально вот в ноябре, за такой короткий срок, мы выпустили первый вот этот проект. Книга была выпущена порядка 7000 экземпляров, и она распродалась очень быстро, буквально там в течение нескольких месяцев. После того, как мы с командой увидели результат, эффект этой книги, мы все тестировали на своих детях. Я показывала своим детям, своему ребенку вот эти книги про мамонтенка, иллюстрации, как это оживает, да. Очень здесь красивые картинки. Этой книги уже нет в продаже, она закончилась уже давно. Возможно, будем ее переиздавать. Вот, и у меня несколько своих экземпляров осталось. Я показывала детям, как это оживает, и представляете, я не ожидала такого эффекта, честно, от собственных детей, от детей сотрудников, когда они просили почитать книгу. Представляете, ну, мы с вами в детстве росли немножечко в другое время, когда мы читали, раскрашивали, как-то больше творчески, да, развивались. А сейчас же, конечно, цифровые устройства, они вытесняют. И ребенок просил меня прочитать эту историю про мамонтенка, рассказать про эту историю. Это было очень необычно. И это послужило большим началом к тому, к чему мы пришли, к тому, к чему мы идем. После Нового года подвели с командой вот итоги этого проекта и решили полностью уйти в создание собственного продукта, отказаться от работы на заказ, то есть мы перестали брать проекты на заказ, сайты, мобильные приложения, вот, и решили сконцентрироваться на выпуске только собственных книг. У меня есть страничка личная на Фейсбуке, где я вот периодически писала и сейчас пишу о каких-то этапах нашей разработки. И буквально через месяц, наверное, на меня вышел канадский издатель с предложением создать для канадского автора книгу, книгу с этой технологией, с технологией дополненной реальности, чтобы иллюстрации, они оживали. Нашел по ключевым словам на Фейсбуке, видимо, искал целенаправленно, там, дополненной реальности в книгах, вот, а поскольку я писала на Фейсбуке у себя на странице об этом, он нашел, то есть в поиске мы вышли первыми, да. Конечно, это был очень необычный опыт работы и очень важный для нас, для ребят, для компании, для команды. Вот, мы сделали эту книжку, мы разработали полностью цифровой контент для этой книги и опубликовали приложение на Play Market и в App Store. Удивление было очень большим, когда эта книга вошла в список рекомендованных книг среди канадских школьников начальных классов. Вот, когда детки там книги из библиотеки берут, эта книга, она была в топе, ее рекомендовали образование канадское, что эту книгу, в общем, они рекомендуют к чтению. Вот, и это просто нас, не знаю, так воодушевило, мы поняли, что мы на правильном пути, что этот проект, он живой, он приносит реальную пользу. И мне, как маме, было очень радостно видеть своих детей, которые интересовались этими книгами, которые просили прочитать, они раскрашивали, они оживляли. Ребенок потом подходил ко всем книгам, которые у нас были дома, и говорил: а вот здесь странички оживают, а здесь персонаж, он что делает, он поет или танцует. Вот. Но, конечно, дополненная реальность, интеграция вот этого цифрового контента, она идет к специально созданным, да, книгам. То есть не все книги, которые мы можем видеть в магазине, там, с помощью мобильного приложения, мы не можем их отсканировать, чтобы там что-то получилось. То есть это заранее созданный такой технический процесс. Вот. И с тех пор, когда мы сделали эту книгу для канадского заказчика, для канадского издателя, у нас были еще в последующем несколько проектов с ним,
и выпустили первую свою линейку для нашего якутского рынка. Это были книжки, раскраски, книжки по мотивам наших якутских сказок, сказки народов Севера, и сделали очень такие необычные раскраски, стилизованные для девочек, серии вот КСКО, девочки-красавицы, северные феи. Это вот на английский язык переводили, я потом тоже расскажу, почему на английском языке, как тоже на английском языке у нас развивается проект. Вот, эти книги идут как раскраски, то есть здесь с помощью мобильного устройства оживляется и выходит девочка в национальном костюме, в авторском цвете, а вот здесь очень необычный эффект дополненной реальности, то есть персонаж оживает на страницах в том цвете, в который ребенок их раскрасил, то есть для мелкомоторики, для воображения. Ну, эта технология подходит идеально. Вот. Эти раскраски мы стали распространять буквально недавно, то есть у нас проект получил второе дыхание по магазинам, по сетям нашего города. Уже эти книги можно посмотреть, приобрести в Азбуке, в Горпечати. Сейчас еще на подписании несколько договоров с другими сетями. Да, действительно, в Москве есть похожий бизнес, компания, конкурент, Дивар, очень крупная компания, и это здорово, когда есть похожие компании, потому что если нет конкурентов, то это никому не нужно. И мы очень радуемся, я лично очень радуюсь, когда проекты, стартапы или компании хотят, пробуют запускать похожие проекты, значит, это имеет отклик. Вот, и мы выпустили ограниченную серию этих книг на наш якутский рынок с нашим якутским колоритом. Эти книги показали тоже очень большую вовлеченность, заказывали много детских садов. На Новый год очень много у нас было, да, заказов, прям целыми группами заказывали. Это очень здорово. И самое главное, что родители, они пишут, то есть они обратную связь, да, дают и пишут, что, знаете, там, благодаря вашим книгам ребенок полюбил читать. Это же здорово, что ребенок там благодаря вашим раскраскам вообще стал держать ручку, карандаш в руке, потому что все-таки мелкомоторика, она сейчас у детей страдает. Она страдает, потому что наши дети, они вовлечены, да, в эти цифровые носители. И смысл проекта нашего, я вот как мама, как лидер проекта, я вижу в том, что нам не нужно делать соперниками гаджеты, книгу, наоборот, нам надо сделать их союзниками, объединить, что актуальность вот нашего цифрового контента — это не за счет вау-фактора, когда ребенок там увидел оживающую иллюстрацию, порадовался и забыл. Нет, это больше как комплексный инструмент, который позволяет развивать наших детей и дополняет сюжет, да, то есть мы с помощью цифрового контента можем дополнить сюжет. Если в книге у нас, конечно, ограниченное количество и знаков печатных, и вообще формат книги ограниченный, то в цифровом устройстве здесь можно целую историю развивать. Вот, например, вот эта книга очень классная, она популярна среди... Ну, в общем, она переведена на английский язык, и она очень популярна не здесь, не в России. Мы ее продаем через Amazon и через ту же страницу на Фейсбуке у нас есть. Она продается на английском языке. Эта книга очень интересная, про вкусную и полезную еду. Вот, например, здесь иллюстрация, изображен бобер-тишка с пирогом, а в анимации здесь показан процесс приготовления пирога с дикторской озвучкой. Диктор прямо озвучивает, какие ингредиенты нужно сделать для того, чтобы этот пирог приготовить. Вот, поэтому, да, это здорово, когда есть конкуренты. Здесь очень интересный вопрос у нас заявлен, какие сертификаты нужны для того, чтобы развивать продукт. Буквально с этого года, благодаря поддержке Центра «Мой бизнес», мы получили возможность
получения сертификации для нашей продукции. И благодаря получению этих сертификатов, ТРТС, таможенная декларация соответствия качества, мы смогли выйти на наши российские маркетплейсы, Wildberries, Озон. Наши книги все представлены на этих двух маркетплейсах. Мы поступили туда буквально недавно, в апреле этого года. То есть эти книги, смотрите, они поступили не вне сезон, когда вот эта вся пандемия наступила, сейчас лето, но тем не менее они продаются по несколько штук в день, что действительно говорит о том, что проект интересный. Вот, то есть если как бы развивать книжную продукцию, то обязательно нужно получать сертификаты безопасности и качества продукции. Мы отправляли наши образцы книг в лабораторию, там книги проходили испытания. Некоторые книги мы переделывали, там со шрифтом, например, нужно было под определенные вот эти ГОСТы, параметры сделать. Вот. То есть я могу сейчас смело сказать, что наши книги прошли полный спектр сертификации, они безопасны, они уже на федеральном уровне представлены. Это хороший знак того, что наше качество не отличается от качества конкурентов, от тех же, скажем, московских очень крупных издательств. Вот. Как выйти на международный рынок? Поскольку, видите, я хотела бы отметить, что очень важно писать о проекте, очень важно писать о себе. Я это не делаю должным образом, признаюсь, хотя надо. Иногда пишу на Фейсбуке. Вот если бы я не написала тогда на Фейсбуке о проекте, если бы я не писала о том, что мы вот сделали эту книжку про Момантион, как с какими трудностями столкнулись, возможно, вот канадский партнер, канадский издатель, он бы на нас не вышел. Может быть, это случилось бы позже. Но, к счастью, это случилось вовремя. Поэтому как выйти на международный рынок? Абсолютно точно могу сказать, что в любом бизнесе важна команда. Без команды в одиночку справиться очень сложно. Очень сложно. Большая поддержка идет со стороны ребят, со стороны команды. Нас мало. Мы небольшое какое-то издательство, мы не огромная корпорация, нас всего 5 человек. И каждый человек — это просто незаменимая такая единица, и мы все вместе очень дружны и работаем как один большой мощный локомотив. То есть, чтобы выйти на международный рынок, нужно иметь большой тыл, большую поддержку со стороны своей команды. И самое главное — это, конечно, качественный продукт. Скажем, вот серии КСКО с народными якутскими сказками, возможно, американской публике англоязычной это было бы непонятно, да, они не купили бы, да, вот эту книгу. У нас она, конечно, пользуется популярностью, она интересна детям. То есть для того, чтобы угодить англоязычной публике, там, в Канаду, например, выйти или в Америку, нужно как минимум изучить этот рынок, и понять вообще, что там интересно. И опять здесь помог нам Facebook. Я состою в очень многих группах, различные группы по развитию, группы про мам, группы мам иммигрантов, англоязычных мамочек, и писала несколько раз посты с запросом того, что у нас проект вот такой интересный, нам хотелось бы посотрудничать с англоязычными авторами. И ко мне тоже, к моему удивлению, очень много пришло сообщений в мессенджер, в личку от англоязычных авторов, представляете, с желанием поработать с этим проектом. Это же о чем-то говорит, да, раз люди так заинтересованы, как бы меня в глаза не видели, я просто там посты написала, и отклик такой, да, произошел. И вот с января этого года я познакомилась, могу уже сейчас сказать с большой уверенностью, с нашим ведущим автором-редактором. Она живет в Северной Каролине, в Америке. Она у нас отвечает вот за адаптацию и за формирование издательского плана на англоязычный рынок, потому что все-таки там требования другие. Вот. Чтобы выйти на рынок, нужна команда и нужен качественный продукт. Сейчас у нас план до конца года, мы планируем выпустить от 8 до 10
абсолютно новых книг, которые будут актуальны для вот американского рынка по тематике, по тексту. Вот. И сейчас такая идет у нас очень большая тоже творческая работа по переводу текстов, по работе с иллюстраторами. Самое главное, видите, даже мы стремимся, конечно, попасть на американский рынок, но команда, ядро, оно находится здесь у нас в Якутске. Это 100% наши якутские ребята, это программисты, это художники, это иллюстраторы, это верстальщики, которые находятся здесь у нас. У нас очень талантливые ребята работают и ничуть не отличаются по экспертности от западных, да, от западных. Поэтому команда — это ядро, и она находится здесь. Вот. И мы с нашими ребятами готовим с помощью вот американского автора контент, который зайдет на американский рынок к концу года. Как мы решили сменить нишу рынка? Ну, не то чтобы сменить нишу. Я вот вначале говорила о том, что компания Multiditech, изначально, когда я ее создавала, мы занимались разработками сайтов и мобильных приложений на заказ для наших якутских клиентов. Мы очень много сайтов сделали, вот. Но все-таки материнство и как-то мы уже просто с командой переросли тогда работать на заказ. У нас давно зрела вот эта вот идея работы с собственным продуктом, чтобы мы занимались развитием, разработкой собственного проекта. Вот. Собственно говоря, это так к этому пришли. Вот. Уже давно, там, в течение 2 лет, мы абсолютно никакие проекты уже не берем, да, развиваем только собственный проект SmartBooks. Вот. По опыту работы с маркетплейсами тоже очень интересно, потому что, ну вот, казалось бы, скажем, на Wildberries и Озон оформить технически заявку — это просто написать о компании, там, данные свои проставить, продукцию загрузить, но это не так, да. Конечно, технически, я говорю, вы можете туда встать, вы можете оформить это все, прийти, загрузить на склады в Москве, в Подмосковье, да, в Подольске, в Wildberries у них находится там склад, и как бы радоваться. Но это не так. Я еще раз говорю, marketplace — это очень конкурентная ниша. Представляете, сколько вот там, ну, вот, допустим, по нашей категории книг конкурентов не только с технологией дополненной реальностью, не только с оживающими персонажами, а вообще в целом десятки тысяч наименований. Десятки тысяч наименований, и как, например, клиент, потребитель, мамочка найдет твой продукт, твою книгу там или еще что-то, что вы можете выпускать среди сотни тысяч, десятков тысяч конкурентов. Это очень сложно. Мы нашли выход, мы стали запускать рекламу внутри маркетплейсов, рекламу, запуск нам помогает компания-партнер. Компания-партнер — это тоже издательство, в коллаборации с которым мы решили запустить вот эту рекламную кампанию. И компания очень хорошая была, рекламная. Я несколько раз видела тоже в ленте выдачи на Фейсбуке, в Инстаграме, в сторис, в постах рекламу наших книг. Это, правда, было очень тоже удивительно видеть, да, вроде ты сидишь в Якутске, а видишь рекламу прям рекомендованных, ну, выходит вот наших книг. Вот, то есть, ну и, конечно же, понимаете, маркетплейсы, они не могут взять сотни наименований вашей продукции у себя на склад. Продукт должен быть конкурентным, востребованным, чтобы была большая, быстрая оборачиваемость для размещения на их складах. Вот. В этом году Wildberries, они вводят новые правила, насколько мне известно, то есть хранение на складах уже не бесплатно будет, а там необходимо какой-то процент или фиксированную стоимость платить. Вот. И благодаря компании-партнеру, вот, с которым мы запускаем рекламу, мы также совместно занимаемся, работаем по складу, по логистике, да, то есть это тоже очень важно, распределить логистику твоего продукта, вот, поскольку склады не находятся в Москве, это надо туда завести, это нужно договориться, и немаловажный факт, который хочу отметить, что вообще тоже в любом бизнесе нужно обязательно общаться и посещать как можно больше
профильных выставок, профильных конференций, мероприятий, да, каких-то, потому что на таких профильных мероприятиях ты всегда можешь найти себе партнера, человека или компанию, которые заинтересованы, которые также смотрят стратегически, да, с тобой и вместе что-то продвигать. Я почему вот об этом сказала, что на маркетплейсе зайти технически легко, но разместиться, продукт доставить, рекламу настроить, вот этот, ну, как бы это не проблема, это просто задачи, которые надо решать, и это может задача быть облегчена с помощью партнерства. В ноябре прошлого года, вот до всей этой пандемии, мы успели посетить большую международную выставку в Шанхае. У нас был свой собственный стенд, со стендом нам помог наше агентство по привлечению инвестиций и экспорта, АИР. Они помогли с этим индивидуальным стендом. Вот если бы, опять-таки, я говорю, мы не посетили эту выставку, не писала бы я на Фейсбуке, это было бы все гораздо дольше, а может быть и не было. Познакомились вот с этой компанией, с партнером, который нам сейчас помогает с логистикой, со складами и с маркетингом и рекламой на маркетплейсах. Вот, на этой выставке тоже обзавелись деловыми связями, это очень важно. Вот, поэтому я всем советую, если возможность позволяет или стремится к этой возможности, посещать такие мероприятия для развития. Как выйти на экспорт? Ну вот этот вопрос, конечно, очень схож, да, как с международным рынком, как выйти на экспорт. Российская компания вообще в России, да, если предприниматель находится, и у него компания зарегистрирована в России, он не может по специфике работы зарегистрировать аккаунт на Амазоне, да, а как вы знаете, Amazon — это одна из крупнейших, ну, даже не одна из крупнейших, это самый крупный маркетплейс вообще, не знаю, там в мире среди англоязычных стран, да, а Америка и Канада — это одни из крупнейших рынков для нашего бизнеса, это в частности. То есть если тут в России, например, это 3% от мирового рынка, то все приходится это на Штаты. И Amazon — это крупнейшая сеть, маркетплейс, которая вообще продает у себя все, абсолютно все, да. Но, к сожалению, российские предприниматели, российские компании там по ряду причин не могут зарегистрировать аккаунты напрямую на Амазоне, и поэтому приходится через какие-то компании-провайдеры, опять-таки компании-партнеры это делать. Вот. И поскольку наш первый проект, второй проект вот был сделан с канадским партнером про вот дельфина, естественно, тогда мы решили воспользоваться этой возможностью и попробовать через его зарегистрированный аккаунт продавать наши книги. Наши книги продавались на Амазоне. И это очень здорово, они продавались англоязычной публике. Очень, как сказать, они были востребованы и вызывали большой интерес среди наших иммигрантов, соотечественников, которые там эмигрировали 10-30 лет назад. У них подрастали дети билингвы, носители двух языков, и для них тоже было очень важно читать книги на русском языке. Вот, например, для Амазона, для американского рынка мы сделали книгу специальную «Щелкунчик и мышиный король». Это адаптированная книга вообще по повести, по мотивам сказки Гофмана. Она вообще толстая, мы ее сократили, сделали более такой читабельной для деток младшего возраста. Шикарные иллюстрации рисовала наша якутская художница. Представляете, видите, как на уровне, а эта книга продавалась на Amazon, переведена тоже на английский язык и популярна среди детей-билингвов, да. Вот здесь тоже в конце представлены раскраски, все здесь можно раскрашивать, читать, иллюстрации анимированы, и мы смогли совместить музыкальное сопровождение, музыку Чайковского, здесь каждая вот картинка оживает под музыку Чайковского, вот, очень интересные персонажи. Вот эта вот книга, да, она была интересна на американском рынке, поэтому это вполне себе экспортный продукт.
Как же создать конкурентный продукт в Якутии? Ну, качество, да, потребитель выбирает качество, и за продуктом, вот сейчас я все-таки убеждаюсь, должна стоять какая-то личная история, но у меня личная история была как у мамы, да, которая хотела совместить пользу гаджета и книги, да, чтобы ребенок не утонул в этом цифровом носителе, а какая-то была польза. Поэтому, чтобы продукт был конкурентный, в Якутске конкурентный, либо по России конкурентный, либо вообще по миру, должно быть в первую очередь качество, да, качество продукта. Вот. Первые книги, конечно, мы выпускали. У нас экспертности-то мало было. Видите, экспертность, она у нас и сейчас нарабатывается. И сейчас многие моменты очень новые для нас. Продукт должен быть, в общем, качественным. Текст, если мы говорим о книгах, он должен быть актуальный и интересный нашим детям. Какие-то интересные темы должны быть. Вот сейчас немножечко тоже тайну такую открою. Новая вот книга, которую мы делаем, и очень большие ставки на нее возлагаем. Книга на злободневную тему с вирусом связанная. Мы придумали очень интересную серию. Серия называется Lab Fiction. Lab Fiction — такой лабораторный детектив про мальчика и собаку. Мальчик Дюк, собака Маск, которые расследуют вирус в городе. Да? То есть это не про коронавирус, это вообще в целом про вирус, как появляется вирус, и вот такие понятия пандемия объясняется очень доступно в книге для ребенка. И мы сделали такой тоже очень интересный формат. Текст и реплики по типу комиксов, да, потому что комиксы, они интересны и понятны для наших детей. И, конечно же, это все сопровождается красочной, сказочной трехмерной анимацией. Вот, книга Lab Fiction, вот серия «Дюк и Маск расследует вирус в городе». Эта серия у нас получает дальнейшее развитие. Мы хотим рассказать детям в очень тоже понятной форме про рак, да, что такое рак, как рак образуется, вообще что за среда вот этих раковых клеток. То есть такая больше, ну, для более старших детей, да, эта серия. Кулинарная химия тоже у нас будет выходить в этой серии Lab Fiction, да, вот, например, как какие-то кулинарные эксперименты химические на кухне, тоже все в 3D, мы это покажем. Вот. Поэтому очень важно, чтобы продукт отвечал хорошим критериям, чтобы это было интересно. Нужно обязательно проводить исследования рынка. Исследования рынка проводить можно самостоятельно, смотреть аналоги, смотреть конкурентов. Очень хорошее подспорье — это опять-таки Amazon, тот же Wildberries, Озон. Просто заходите, смотреть, что продают конкуренты, каких, например, книг и позиций больше люди покупают, отзывы какие оставляют, да, и тем самым, конечно, формируется представление о необходимости издаваемых серий или любого другого продукта. То есть обязательно нужно смотреть, подсматривать, да, что делают другие, и себе на заметочку ставить, актуально это или не актуально. Вот. Поэтому все на самом деле очень легко. И, кстати, да, вот эту вот серию про вирус в городе, ее верстает и делают, опять-таки, ребята наши здесь в Якутске, наши художники, что очень здорово. Тем самым мы поддерживаем наших местных ребят, и они видят результат своей работы. Вообще для команды очень важно видеть результат своей работы, что они не просто впустую что-то там делают, сделали, как мы делали раньше на заказ, и забыли. Команда, она же общей цели стремится. Вот. А у нас цель — это создание большого, хорошего цифрового контента, который будет дополнять эту книгу и, конечно же, восстанавливать и прививать детей к книгам, да, развивать любовь к книгам, потому что я не помню, какой автор об этом говорил, но это очень хорошее такое выражение. Люди, которые читают книги, будут править над теми людьми, которые смотрят телевизор, потому что действительно наш мозг развивается в процессе чтения и в процессе мелкомоторики, когда дети раскрашивают, держат карандаш. В общем, это все настолько взаимосвязано, и это очень здорово. Вот. И могу с уверенностью сказать, что мои дети, они сейчас подросли на наших книгах.
Они знают все книги, знают всех персонажей, здорово. Вот сейчас тоже мы будем запускать к осени книгу, образовательная книга, серия «Робоматика», «Счет». То есть здесь вот в этой книге тоже в интерактиве показано ребенку, который только-только учится цифрам, как считать, да, то есть счет. Взяли за основу роботов, роботы отвечают за профессии, и вот немножечко о себе рассказывают, тоже здорово. Потом ссылку, если здесь возможно, оставлю ссылку в Инстаграм, на социальные сети, где можете посмотреть эти проекты, как они выглядят. Вот, так что планы у нас очень большие, нужно развиваться, верить в проект. Вот. Буду с радостью отвечу на ваши вопросы. Универсальный персонаж, действительно, да, но вот смотрите, например, возвращаясь к серии про роботов, это серия «Робоматика», да, здесь у нас 10 роботов, каждый отвечает за свою определенную цифру и представитель профессии. У нас есть такая идея, например, развить эту серию «Робоматика», например, сделать вот здесь робот-подводник, да, его зовут робот-буль, допустим, сделать следующую серию «Робот-буль исследует морское дно», как Жака Ива Кусто, да, помните, были такие интересные передачи. Он, например, исследует морское дно, он как универсальный персонаж уже отдельной книги может быть, и там про подводный мир рассказывает. Робот-доктор, например, рассказывает о профессиях, ну, что-то с медициной связано, да, потому что, ну, скажем, доктор — это такое понятие у ребенка объединяющее многие профессии, но он же не знает, ребенок, что есть, например, доктор ухо-горло-нос, да, что там терапевт есть, например, а в данной книге про конкретно профессию врача можно рассказать, какие бывают, там, хирург, например, да, за что он отвечает, и показать. Это очень здорово. Действительно, мы сейчас, видите, как в процессе мы выпускали разноплановые книги, там, про Щелкунчика, про сказки, про рассказки, про Мамонтенка, про кулинарные истории, и они у нас не были объединены какой-то общей тематике, а сейчас по мере уже опыта, по мере выхода на рынки мы понимаем, что книги нужно объединять в коллекции, книги нужно объединять в серии, чтобы они были схожи по тематике, схожи были по визуальному какому-то сопровождению, по теме. Это очень важно, оказывается, да, это очень важно, чтобы книги были именно сериями, коллекциями издавались. Поэтому действительно персонажи, которые будут у нас в сериях, они будут переходить из книги в книги. Ну вот как, например, книга про Дюка и Маска «Вирус в городе», они будут расследовать и про раковые клетки, и про пищевую химию. Это очень здорово. Серия «Математика и логика», например, вот мы сейчас, да, тоже делаем. Тоже интересные темы взяли, проанализировав рынок, про шахматы. Оказывается, шахматы очень востребованы и популярны на западном, вот, европейском рынке. Очень многие родители отдают детей в шахматы. И показать тоже в 3D, как фигурки вообще, за что они отвечают, как они ходят, это же вообще классно. И мы хотим приглашать в наши книги экспертов в области, чтобы они давали какую-то свою экспертную оценку, это тоже может повышать конкурентность книги на рынке. Вот. Серия «Математика, логика, шахматы», изучение счета, часы, время, единицы измерения. Да, то есть вот, идей очень много. Ну, что касается инвестора, да, действительно, казалось бы, конечно, здесь идей очень много, какие книги можно издавать. Книгу, например, ну, традиционную книгу, если брать просто традиционное издательство, не с 3D, не с технологиями, издать и то непросто, понимаете? Выпуск средней книги он может занимать до года, да, то есть одну книгу можно делать целый год, потому что там согласовать текст, проверить, провести фокус-группу, иллюстрации утвердить, верстку сделать, там в печать выпустить, это реально одна книга может издаваться до года, да, то есть разрабатываться до года. Если же мы говорим о цифровом контенте, о мобильном приложении, об интеграции этого 3D, то это еще удлиняет срок. Вот, поэтому у нас до конца года такой
очень амбициозный план от 8 до 10 книг создать, и это действительно очень-очень непросто. И, естественно, 3D это удорожает стоимость самой книги, поэтому поиск инвесторов, безусловно, это нужен, и я, и ребята, и команда знают, что каждый день я работаю над тем, чтобы привлечь инвестиции в проект. Это очень важно, потому что, конечно, без инвестиций это будет все происходить гораздо медленнее, гораздо труднее. Возможно, от чего-то надо будет отказываться, если не от большинства. Естественно, без инвестиций это очень сложно. Какую поддержку может получить IT-стартап в республике? Это вот с вопросом про инвестиции. В прошлом году мы выиграли, мы прошли отбор в наш акселератор, в якутский акселератор B8. В акселератор нам очень помог. Почему я сказала, что проект получил новое дыхание в этом году? Потому что мы прошли программу акселерации, и акселератор, мы успешно его прошли, успешно закончили. Он выделил нам небольшие инвестиции, небольшой бюджет для того, чтобы мы смогли развить этот проект. Но, конечно, проект требует гораздо больше денег, но это была неоспоримая большая поддержка для нас, прохождение этого акселератора, экспертные советы, тоже какие-то связи, это очень важно. Да? То есть если у вас продукт так или иначе связан с масштабированием, не обязательно с IT, то я советую вам обратиться в наш акселератор B8. Они проводят программу акселерации 2 раза в год, и лучшим проектам они выделяют инвестиции, да, инвестиции там под определенный процент в компании. Вот. На самом деле поддержку у нас в республике, в Якутии, можно получить хорошую не только деньгами. Вот мой бизнес нам оказывает очень хорошую поддержку. Мы у них проходим программу выращивания. В рамках этой программы выращивания вот мы получили сертификацию на продукцию. В этом году, если повезет и если откроется в планах выставка, специализированная книжная выставка, то есть они тоже способствуют выставке. То есть достаточно очень много различных мероприятий и ресурсов, которые может оказать Центр «Мой бизнес». Огромная им действительно благодарность за такую поддержку стартапу. Например, маркетинг, сопровождение SMM, это вот все идет в рамках проекта выращивания. Да? Я вам советую обратиться на горячую линию, обратиться к специалистам Центра «Мой бизнес». Очень квалифицированные, очень хорошие, приятные люди работают, и можно смело обращаться, проходить конкурсный отбор. И я думаю, если у вас проект хороший, масштабируемый, то вы можете получить эту поддержку. И наоборот, все институты развития, они стараются очень поддерживать, да, предпринимателей. Вот. Единственное, что стоит понимать, что конечно, меры поддержки — это здорово, это прям неоценимо, это классно, но отдача от проекта, в данном случае от нашего, она происходит не так быстро, да, потому что, вот смотрите, книгу, мы не можем же, скажем, книгу вот тоненькую, да, про Щелкунчика, даже если она с 3D продавать, там, за 1000 рублей в магазине, да, просто мамочка скажет, я за эту 1000 там могу купить 10 книг, там где-то в книжном маркете или в другом магазине, да. Поэтому здесь очень важно соблюдать вот этот вот баланс по цене. Наша книга, она не такая высокомаржинальная, скажем, как продать, вещи, например, да, или продукт, возможно, пищевой, да, продать. То есть у нас книга, она не высокомаржинальная, поэтому возврат вот этих всех инвестиций и ресурсов, он происходит не так быстро. То есть я вот к тому говорю, что нужно не рассчитывать на какую-то вот такую супер быструю отдачу, что вы там получили какую-то поддержку, запустили продукт, вот в данном случае я про свои книги говорю, да, и сразу оно там за месяц какой-то результат был. Это все постепенно, это все как снежный ком будет накапливаться, но в итоге мы же видим, насколько продукт он важен и интересен, да, для детей, и как на него реагируют люди.
поэтому это нас очень воодушевляет, вдохновляет дальше двигаться. Вот. Ну, а всем я советую действительно обращаться, подавать заявки и в мой бизнес, и в акселератор P8, и в Центр поддержки экспорта, если у вас продукт экспортно ориентированный. То есть разные меры поддержки, они есть в нашей республике, и как раз созданы специально для нас, предпринимателей. Вот. Автор может, конечно, да, автор может обратиться в наше издательство. Вот тоже постоянно находимся в поисках авторов, у которых мы можем рассмотреть и какие-то ваши идеи, если вы автор, либо взять вас уже в готовый проект, в готовые уже начатые наши проекты, чтобы вы продолжили, чтобы вы писали в качестве автора. Да, конечно, можно обращаться и даже нужно. Вот. Это очень здорово. По поводу реализации продукции в районах, да, конечно, вот это то, что нужно, потому что продукт все-таки у нас, вот линейка, она с нашей национальной тематикой, с нашим национальным колоритом, а все-таки мы национальная республика и очень чтим и любим нашу культуру. Я думаю, что вот эти вот книги про КСКО, про северные феи, якутские народные сказки, они будут на ура восприняты в аудитории, в ВУЗах, да, это очень здорово. Если у вас есть возможность, вы можете мне написать, я телефон тоже, ну, я оставлю, я очень открытый человек, и вы можете написать, и да, договоримся. Конечно, это очень здорово, надо, чтобы проникновение продукта, оно было максимально, вот. Сейчас книги можно посмотреть в Азбуке, в Горпечати, в Якутском книжном доме, еще несколько сетей на подписании находится наших якутских. Надеюсь, тоже до конца месяца мы встанем в некоторые магазины, очень на это надеюсь, потому что чем больше мы будем присутствовать, тем лучше. Вот. Не только в одном магазине, в маркетплейсах надо максимально везде быть, и по опыту могу сказать, что даже формат магазина у дома, который рядом стоит, да, ларек, там тоже мы хотим, чтобы наш продукт был представлен. То есть если у вас есть, уважаемые слушатели, какие-то возможности выхода, или вы можете подсказать, как выйти в такие форматы магазина у дома, я вам буду очень благодарна, и с радостью тоже посотрудничаем с вами. Вот. А так вы можете посмотреть в нашем инстаграме SmartBooks, мы его сейчас тоже активно начинаем вести, и работу с блогерами, какие проекты у нас готовятся, и с книгами ознакомиться. Вот. Очень, в общем, мы очень открытые ребята. Да, мы как раз-таки работаем по реализации, понимаете, фишка в том, что сейчас большинство маркетплейсов, они же не выкупают у вас товары, это фактически есть работа на реализацию, будь то Amazon, Озон, Wildberries или какие-то другие сети офлайновые, да, магазины. Мы работаем на реализацию, это запросто, это очень распространенная, хорошая практика, вот, потому что по реализации, конечно, и сам предприниматель, который будет реализовывать продукцию, он не рискует, потому что, ну, конечно, сейчас сложное время, поэтому, да, на реализацию мы можем запросто рассмотреть именно такие условия у нас со всеми магазинами, с кем мы работаем. Действительно, да, про реализацию именно реализация есть. Вот, ну, а связаться можно будет, я телефон оставлю, почту, можно будет после эфира поговорить, если есть желание, там что-то можно придумать. В общем, мы очень хотим развиться в полноценное цифровое издательство, чтобы наши книги были доступны для каждого ребенка, тем более это очень интересный проект, благодарный проект, да, это связан проект с нашими детьми, и мы очень хотим, чтобы наши дети не утонули в гаджетах, а все-таки проявили внимание, интерес к книгам
да, тем более к таким интересным книгам, и совместно с мамой, с родителями как-то проводили вместе время. Я вот сама лично в прошлом году мы арендовали небольшой такой островок в торговом центре зимой и продавали эти книги. Я сама лично продавала эти книги наши, вот про Щелкунчика, остальные, и разговаривала с людьми, которые эти книги покупают. Представляете, прям вот покупать на целую семью. Если вы в семье, например, там 2 или 3 детей, то каждому по книжке, и приходит со словами благодарности, тоже показывает. Ну, это же здорово. Вот. Задавайте вопросы. У нас есть еще немножечко, ну, у нас есть время, поэтому смогу ответить на ваши вопросы. О чем было бы еще интересно узнать о нашей компании, о проектах, можете спрашивать. Сейчас в планах у нас еще в Инстаграме работа с блогерами, да, мы хотим привлечь наших блогеров, активных мам, чтобы они показали на своем примере о работе этих книг. Это тоже, конечно, привлечет и как-то оживит аудиторию проекта. Вот. То есть нужно, конечно, и маркетингом, рекламой обязательно заниматься параллельно продукту, да, то есть уделять равноценное время и качеству продукту, команде, обязательно думать над рекламой, потому что сам по себе продукт не будет продаваться, нужно думать над рекламой. Момент перехода от идеи в реализацию — это не секрет, и на самом деле это было достаточно просто сделано. Опять-таки, да, вот мы же делали на заказ все эти проекты, и у нас была определенная там, ну, какая-то сумма денег на счетах компании, да, что там 2-3 месяца нам, в принципе, мы могли как-то свободно заниматься творчеством там или каким-то своим продуктом. Вот. Ну а поскольку это все уже назревало, и все-таки работа с заказчиками, это же, ну, это определенная специфика. Понимаете, с заказчиками работать ты уже сам себе не принадлежишь. У тебя есть определенные регламенты, ТЗ, ты как бы уже такой подневольный человек. Но это я так ощущала, и все-таки, ну, это мое мнение, я себя так ощущаю. Когда ты работаешь с заказчиком, ты уже сам себе не принадлежишь. Вот, мне это очень не нравилось. И это не нравилось команде, она же это все чувствует, да, от своего SEO, что раз это не нравится, то как бы мы на себя это тоже перенимаем. И, в общем, как-то этот вот не нравилось нам работать на заказ. А когда ты своим продуктом занимаешься, ты за него с головой отвечаешь, ты можешь работать и на выходных, работать там, не знаю, и после 9 часов вечера, и созваниваться с командой ночью. То есть ты болеешь за свой продукт. Вот. И, конечно, мы когда стали эти первые книги делать, у нас не было никаких инвестиций, это просто все было на, собственно, скопленные деньги от других проектов, но вот решили их пустить на другие проекты, на наш собственный проект. То есть это было такое обоюдное согласие всех ребят, всей команды перехода от заказов к собственному продукту. Все с этим согласились, все поняли, что надо, да, что надо переставать на заказ работать и делать проект. Ну и потом, смотрите, если вы все-таки на заказ работаете, не знаю, с масштабированием здесь может быть сложно, да, все-таки, либо какая-то очень суперская услуга должна быть, вот, но в данном случае нам совершенно не хотелось даже приложения вот эти на заказ делать. Книги на якутском языке у нас были изданы, но их раскупили моментально. Мы все книжки переводили на якутский язык. Вот якутские сказки у нас был сборник рассказов.
с собой не взяла его, на якутском языке они были. Пока мы, честно говоря, не планируем новое переиздание делать на якутском языке. Хотим распродать, реализовать то, что у нас сейчас есть на нашем складе, книги, да. Но раскраски, они вообще, видите, раскраски, они универсальны, они без языка идут, поэтому вполне могут пойти на любую аудиторию. Вот это моя очень любимая иллюстрация, феечка, видите, какая феечка стилизованная под наш тоже якутский колорит, такая харчана, очень красивая. Здесь она в 3D в цвете в авторском оживает, а здесь уже в цвете, в который ребенок раскрасил. Видите, раскраски, они идут без текста, поэтому очень универсальны. Вот эту раскраску прям я супер советую девочкам, у кого есть девочки, дочки, прямо обязательно посмотрите, приобретите эту раскраску, очень красивая, она девочкам всем нравится. А вот в Кыско, например, здесь страницы, они идут еще со звуком, мы заказывали специальную озвучку, у наших якутских инструментариев, они писали нам специально вот эту вот нашу якутскую музыку, то есть тут иллюстрации даже с нашей музыкой идут якутской. Видите, как здорово. В общем, я говорю, девочкам это супер как нравится, а сказки пока на русском языке. Угу. Спасибо большое вам всем за вопросы. Если есть вопросы, я думаю, есть еще время задать. Скоро, скорее всего, мы отключимся сейчас. Спрошу мой бизнес, как у нас по времени. Да, ниша действительно очень интересная и очень благодарная, потому что она связана с детьми, связана с книгами, связана с будущим развитием наших детей. Интересная, но какая бы ни была бы интересная ниша, все-таки нужно стремиться превращать в хороший бизнес в итоге, вот над чем мы сейчас работаем, потому что проект все-таки пока маломаржинальный, он зависит от запаса самих книг, да, в коллекции, то есть чем больше у нас будет книг, чем больше у нас будет серий, тем больше будет оборот. Ну, естественно, это все связано с оборотом, с деньгами, возможно, с какими-то инвестициями. Вот, над этим мы работаем, по крайней мере, еще раз повторюсь, есть ребята, есть команда, есть автор, на что мы можем рассчитывать. Вот, один в поле не воин, поэтому, ну, деньги, конечно, они нужны, да, но я думаю, что проект классный, мы показали уже рост, поэтому рано или поздно все-таки мы, я думаю, сможем привлечь какие-то инвестиции, либо, может быть, продажи как-то лучше, больше пойдут. Я верю в это, я думаю, что это все будет. Вот. И поскольку у нас проект очень связан с IT-технологиями, да, важно смотреть на рост IT-продукта, на рост в данном случае приложения, на количество установок, на средней оценке этого приложения, потому что у нас есть еще планы по развитию самого приложения, да, своего приложения SmartBooks, чтобы внутри самого приложения, например, для вас, для пользователей, для потребителей были возможности бесплатного скачивания книг или раскрасок, например, да, вот вы установили себе приложение, нет у вас книги под рукой, а там мы вот сейчас как раз-таки внедряем, у нас будет большое обновление приложения, наверное, ну вот мы закончим обновление не раньше, наверное, ноября месяца, да, в ноябре будет большое очень обновление проекта, приложения, где будут интегрированы бесплатные модули и раскрасок, и книг, да, чтобы, имея только приложение, вы смогли посмотреть эти книги, да. Вот, поэтому, конечно, надо развивать и IT-продукт, безусловно. Вот. Да, вот тоже вопрос был, насколько пандемия повлияла на нас. Я в начале всего этого карантина думала, что на нас не повлияла пандемия, потому что, ну, как-то
мы же айтишники и можем работу распределенно вести, и не обязательно иметь там какой-то офис на 100 квадратов, сидеть там в офисе, мы можем и удаленно работать. Я думала, ну, нормально пандемия, но на самом деле нет, пандемия на нас очень сильно сказалась в том плане, что в декабре прошлого года, в январе, мы делали очень большую заявку в один нью-йоркский акселератор. Это вот, нам очень помог наш акселератор B8, оформляли туда заявку, и представляете, мы прошли у них отбор, они должны были как раз-таки дать нам инвестиции 100 тысяч долларов, программа акселерации в Нью-Йорке Startup Ventures. Мы прошли, подписали уже все документы, и я вылетела туда. Я вылетала за визой в Владивосток, то есть очень быстро даже была организована помощь в собеседовании в американское посольство, чтобы вот эту визу получить и выехать. Я туда уже выехала, все с чемоданом собрала, была готова расстаться с семьей, с детьми на 3 месяца, потому что программа акселерации длится 3 месяца в Нью-Йорке. Ну, это, конечно, колоссальный опыт. И это все настолько совпало с этой пандемией, когда Трамп объявил о том, что будет закрывать эти границы, что это уже международная такая проблема, и стало ясно, что лететь туда просто небезопасно, и это невозможно. И буквально через 2 дня, представляете, посольство в Владивостоке закрывает все свои офисы, все закрывается, и слава богу, что я не улетела туда, иначе, наверное, там до Нового года бы сидела. Да. Программу акселерации перевели в онлайн-формат, но все-таки это очень тяжело в онлайне принимать, тем более с чистыми native, с чистыми американцами, в акселераторе, где ты никого не знаешь, поэтому мы перенесли, мы хотим, чтобы эта программа у нас, возможность, сохранилась на следующий год, когда, надеюсь, все подутихнет, и мы сможем, я смогу принять там участие, поехать, да, это очень, надеюсь на это. Поэтому пандемия очень сильно повлияла на нас, и были планы по посещению международных выставок. Вот в июне я очень хотела посетить выставку с командой, с автором, которая там находится. Выставка большая в штате Флорида, посвященная вот этой детской продукции, книжной продукции. Вот мы тоже готовили туда, переводили. Вот, видите, как все получилось, как получилось, да, но надо не унывать, надо готовиться. Вот следующая выставка, например, в следующем году должна быть в Нью-Йорке, поэтому мне очень хочется сейчас добить этот визовый вопрос, полететь туда, представить и, конечно, обзавестись партнерствами, то есть, большие планы на следующий год, поэтому мы в очень большом таком авральном темпе готовим эти 10 книг, именно рассчитанных на англоязычную аудиторию, чтобы достойно быть представленными там, показать и уже стать полноценным международным проектом. Вот, и да, если у вас, еще раз говорю, классный продукт, масштабируемый, вы можете принимать участие в различных акселераторах. Видите, казалось бы, нью-йоркский акселератор и какая-то компания из Якутска, да, на самом деле очень ценится продукт и команда, то есть большой упор делается на эти 2 вещи. Если у вас это есть составляющая, то весь мир открыт перед вами. Меня очень часто спрашивают про знание английского языка. Если, например, вы международный какой-то экспорт осваиваете или вы ходите, важен ли язык, я точно могу сказать, что язык 100% важен. Не тешьте себя иллюзиями, что язык не нужен, английский язык, если вам чуть-чуть за 30, а может быть не за 30, или неважно сколько, то учить язык поздно. Нет, его никогда не поздно учить, и я прям советую очень изучать английский язык, если хотите выходить на другие рынки, даже Китай, не знаю, да любой рынок, который не возьми, европейский рынок, не говоря уже о Канаде, о США, то там, безусловно, надо говорить на языке. Вот. У меня язык очень плохой язык, я практически не говорю, но когда
вся вот, ну, вот заявка и общение было с акселератором. Я же знаю свой продукт, я просто заучивала эту речь, я знала, о чем могут уже наперед спросить, поэтому знала, как ответить о продукте. Вот. Но, конечно, живое общение, если это про выставки говорить, надо, да, надо знать язык, либо как-то заранее готовиться, уже предвосхищать то, что тебя, ну, о чем могут спросить, и заранее эту речь готовить на английском языке. В общем, английский язык надо в любом возрасте учить. Вот. Мы сейчас с англоязычным автором как раз-таки хотим сделать азбуку, ну вот именно алфавит ABC, да, на английском языке, чтобы она была для наших детей актуальна, да, для наших российских детей актуальна, чтобы с помощью вот 3D, анимации, озвучки мы могли эту азбуку детям показать, да, ну и эта азбука, она могла бы быть актуальна, например, для китайского рынка, потому что, ну вот мы в Шанхае были, мы убедились в том, что насколько сейчас новая аудитория, вот родители, да, китайских родителей, они очень сильно озабочены тем, чтобы их дети получали образование и именно учили этот английский язык. Поэтому вот, например, английский алфавит, английская азбука, она будет и в Китае очень классно, достойно смотреться, такой тоже классный международный продукт. Вот. Ну, азбуку мы будем делать не раньше следующего года, потому что это супермасштабный проект, он у нас может занять и до полугода, да, до полугода можем его как бы делать, то есть это достаточно долго. В голосе не то, чтобы неуверенность, просто формат действительно очень необычный. Я очень редко, практически, наверное, никогда не выхожу в такое онлайн-общение. Ну, вообще, скажем, практически нигде не выступаю, поэтому это для меня новый формат. Я думаю, что этому можно научиться. Практиковаться больше, может быть, выступать на публике, и тогда голос не будет дрожать. Спасибо, это правда хорошее замечание. Вот, если смотреть, что мы сделали за эти полгода, за эти 7-8 месяцев, мы действительно сделали очень много. И в плане развития наших кадров, привлечения новых людей и новых серий, каких-то идей, потому что все вначале, оно же было сырое. И очень хочу отметить, у предпринимателей должно быть тоже важное качество быть настойчивым. Да? Если вот вам один раз отказали, не надо руки складывать и бояться, и надо быть очень настойчивым. Вот. Просто опять-таки по своему опыту сужу, что нам очень много раз отказывали, мне очень много раз отказывали. Вот, ну, это же не говорит о том, что надо взять руки, сложить и все. Нет, то есть предприниматель, он должен быть реально очень настойчивым. Отказали, идти второй, 10-й раз, пока уже там не сдадутся и скажут, ну, как бы, ладно, да, то есть настойчивость — хорошее качество у предпринимателя. Вот, может быть, еще какие-то у вас вопросы будут? Чтобы не как монолог был. Я прям очень хочу на ваши вопросы ответить. Про международный рынок, да, еще можно рассказать, про международный рынок. Вот сейчас наш Центр поддержки экспорта и привлечения инвестиций, АИР, да, они тоже запускают очень ряд хороших, интересных программ, и постоянно проводятся различные семинары, те, кто на экспорт ориентированы, работу и выход на маркетплейсы Amazon, Alibaba, WeChat, возможно, будет. Вот. Я советую туда тоже обратиться, они расскажут, как это все можно сделать. Там, по-моему, это тоже на конкурсной основе должно быть, да, но мы, кстати, взяли номинацию в этом году как лучший экспортер года в сфере IT-технологий, показали рост приложения, что скачиваемость приложения не только у нас в РФ, да, есть, а еще в других, ну,
по всему миру. Вот, поэтому можно смело в АИР, в агентство экспорта обращаться, и они подскажут вам, если ваш продукт соответствует, то вполне можно разместиться на Амазоне или Alibaba. Я точно знаю, они вот работают по этим двум направлениям, и мне кажется, ну это прям вообще классно. Вот. Один знакомый издатель, не наш, не российский издатель, крупный издатель из Австралии, мы тоже познакомились с ним на выставке в Шанхае, он рассказал такой небольшой секрет. Даже если ты не издатель, ну то есть просто даже если книги не издаешь, а вообще какой-то любой другой продукт производишь, и ты хочешь, чтобы он у тебя был в магазинах, я говорю про США, Канаду и другие страны англоязычные, да, то тебе обязательно надо стать на Амазоне. Для меня вот это и было открытием, потому что, ну, например, чтобы в сеть Walmart поступить, это очень большая такая международная сеть, Walmart в США и в Канаде, она развита, ты должен быть представлен на Амазоне, потому что вот эти категорийные менеджеры, ритейлеры, они будут смотреть и прям пробивать тебя в поиске на этом Амазоне, представлен ли твой продукт, какая у них стоит средняя оценка от покупателей. Это, ну, для меня было реально открытием. Я потом не думала, что это так важно, и кто-то будет смотреть, искать тебя, если ты на Амазоне. А это, оказывается, очень крутая проверка, и вот он рассказывает, у него там какие-то баснословные обороты у этого издателя австралийского, прям нереальные, там, десятки миллионов долларов. Представляете, он продает детские книги. Он рассказывал, вот, что надо быть представленным достойно на Амазоне, чтобы отзывы у тебя хорошие были. По цене, конечно, ты должен быть в определенной категории. Цена должна быть не низкой и не высокой. Вот здесь надо еще по цене тоже анализ хороший проводить, чтобы с продуктом по цене не пролететь. И в случае того, что ты, ну, допустим, у тебя какой-то успех на Амазоне появится, ты уже тогда можешь выходить на этих ритейлеров, Walmart, там, остальных других сетей, и показывать прям ссылки, что, смотрите, наш продукт там продается, вот он так успешно продается, какой-то прайс, каталогом отправляет запрос, вот тогда с тобой только будут, ну, обратят на тебя внимание, вот. Ну, а чтобы, конечно, быть представленным в больших сетях, нужно, опять-таки, говорю, посещать выставки, да, большие выставки. У нас тоже были планы по освоению наших российских сетей. Нам очень хотелось сотрудничать с фикс-прайсом, с Ашаном, с другими магазинами. Вот. И даже уже мы стали прорабатывать, зарегистрировались у них в их сети, получили номера, чтобы участвовать, да, в закупках в этих больших сетях. Но вот эта вся пандемия, вся эта ситуация с коронавирусом, она помешала, да. Думаю, на следующий год сети, они вновь будут рассматривать и смотреть поставщиков продукции, поэтому, в общем, будем очень сильно готовиться и улучшать. Даже существующие книги можно переиздавать. Вот, поэтому, уважаемые предприниматели, уважаемые будущие предприниматели, те, которые хотят в международном как-то развиваться, я вот советую обратиться в Центр поддержки экспорта, узнать у них о мерах поддержки и обратить свое пристальное внимание на Amazon, да, если это про Америку и Канаду, и изучать специфику работы Амазона, как развивается этот гигант, как продукт может быть там представлен, и пробовать туда выходить. Вот. Ну и все-таки хочу тоже сказать, что у нас книга, сама по себе книга, это же хороший экспортный продукт, понимаете? Книгу не обязательно печатать в определенном месте. У нас офсетная печать, у нас самая обыкновенная офсетная печать. Обложка и в толстом картоне есть, да, то есть толстый картон у нас может быть, ну здесь, конечно, печать чуть дороже, либо тонкая обложка, если это раскраски тонкие книги. В общем, это связано с офсетной печатью, и мы книги печатаем не только у нас здесь в Якутске, у нас в Якутске тоже есть очень хорошие типографии, и по цене очень хорошие. Для меня это было открытием, потому что, ну, думала, что у нас в Якутске по цене дороже будет. Нет, у нас очень хорошие цены в Якутске стали, и производительность очень хорошая, то есть можно запросто заказывать. Книги мы печатали во многих местах, в Владивостоке печатали, в Москве, в Новосибирске издавали. Книги, которые завозили на Amazon вот через партнера, мы печатали в Риге,
В Риге очень хороший как бы канал, такой хаб распространения на Европу, то есть это хороший экспортный продукт. В общем, книга, как и IT-услуга, это хороший экспортный продукт, потому что ее можно напечатать, воссоздать везде. Но и в нашем случае, вот в Амазоне, да, вот в этой крупнейшей сети, они же начинали как книжный магазин, как книжный электронный магазин, у них есть такая классная фишка — печать по требованию. То есть ты можешь с физической книги на Амазон не завозить, ну, там 100 книг или 200 книг ты можешь у них на складе, допустим, не держать, а если, ну, потребитель купил книгу в Амазоне, она печатается по требованию, там у них есть специальные эти установки, но книга, конечно, она будет дороже. Она не в разы дороже будет, но она будет ощутимо дороже, это минус. Но это зато предприниматель, который только начинает, если он хочет книжным заниматься, возможно, это хорошее такое подспорье будет, чтобы не печатать. Или проверить там гипотезу, допустим, о необходимости этой книги. А вдруг, например, никому не интересно, да, не интересен проект, а ты уже распечатал, вложился там в тираж в 1000 экземпляров, у тебя не пошло, а вот Amazon как тестовая какая-то площадка может быть, да. Вот. Еще очень хорошая идея, если у вас коллаборация, ну, вот, физического продукта и IT-продукта, ну, вот как у нас, допустим, участвовать Kickstarter, Indiegogo — это краудфандинговые площадки, краудфандинг. Kickstarter, например, и Indiegogo, Планета — это идея, она заключается в том, что у тебя сейчас продукта нет, например, нет продукта, но есть его прототип. Допустим, ну, про книгу, да, обложка есть, и первые 2-3 иллюстрации есть, а ты хочешь эту книгу издать, но у тебя нет денег, и ты, получается, запускаешь ее на этих площадках, на краудфандинговых, и там идет как бы народный сбор денег, да, то есть люди, которые заходят туда, если им понравился твой проект, они верят, они могут его заказать и поддержать долларом или рублем, например, на Планете, и ты уже, когда эти деньги собираешь, в числе первых, кто проголосовал, кто тебе пожертвовал эти деньги, ты отправляешь им их в созданный проект, продукт. Ну и, конечно, сверх этого ты что-то зарабатываешь. Это тоже, кстати, очень-очень классно. Один хороший знакомый советует идти на Kickstarter. Хочу изучить более подробно Kickstarter. Мы уже запустили проект с вирусами про Дюка и Маска на Indiegogo, сделали ролик, описание, автор, она американка, ей было легче этот аккаунт зарегистрировать. Тоже, кстати, ссылку я вам скину, посмотрите, как это выглядит. Вот. И там уже больше половины средств на эту книжку собралось, тоже очень классно. И, кстати, эту книгу про робота Дюка и Маска я буду печатать в нашей якутской типографии и отправлять отсюда из Якутска. Представляете? То есть прямо, ну, это такая международная штука. Собрали деньги на американской площадке Indiegogo, а книгу распечатали в Якутске и отправили отсюда. Да, вот, потому что я хочу туда вложить еще открытки, написать от руки благодарность, да, людям, которые проголосовали, и чтобы они получили. Вот. Поэтому, да, надо пользоваться вообще любыми возможностями. Краудфандинг, Kickstarter — очень крупная площадка, я с ней не работала, не знаю специфику, но специфика одна: ты должен очень красиво упаковать продукт, красиво сделать видео, презентацию, описание проекта должно быть цепляющее, и выложить ее туда. Но опять-таки по принципу с Амазоном, если ты находишься в России, вы российская компания, вы тоже не можете, к сожалению, зарегистрировать там аккаунт и провести компанию, поэтому нужно искать каких-то партнеров, компании-провайдеры. Вот. Но это все решаемо, если есть такая идея, вот, надо делать. У нас Kickstarter тоже стоит в плане, причем не за горами эта работа с Kickstarter. Будем, я думаю, что до конца года там должны быть представлены на Kickstarter. Вот. И по аналогии с маркетплейсами тоже недостаточно будет красиво упаковать эту идею, сделать, разложить. Надо провести еще рекламную кампанию, чтобы, например, там рекламу, продукты заказывать у блогеров, какой-то обзор, чтобы был, да, чтобы они видели и шли, и вели людей, там, каких-то своих подписчиков на страницу вот этой рекламы. Это тоже нужно иметь в виду, что над рекламой надо работать, над привлечением. Люди сами по себе не придут.
Вот, ну, чем хороший Kickstarter и вообще краудфандинг, что ты можешь на этапе прототипа продукта, не создавая его с нуля, опробировать его заинтересованность, да, например, а вдруг окажется, что никому не интересно, что вы производите. Я говорю не только про IT, там, какое-то приложение, там, либо вы, например, там, можете сделать, это все что угодно, вещь выпускаете, делаете вещь, там, посуду производите или одежду производите, неважно что, что-то материальное, либо это с приложением связано с цифровым каким-то контентом, вы можете запросто представить на этих крауд-площадках, да, ну, надо смотреть условия. Надо изучать, смотреть условия. В принципе, это хороший такой тоже маркетинговый инструмент проверки на ликвидность, да, вашего продукта, на заинтересованность, будет ли спрос у продукта. Вот, это тоже хорошее. Очень надеюсь, когда эту пандемию наконец-то снимут, ограничения снимут, хочу проводить мастер-классы и фокус-группы для мам, для детей с библиотеками, посотрудничать, да, с библиотеками, чтобы проводить презентации наших книг в библиотеках, чтобы приходили ребятишки, тестировали новые книги, смотрели, общаться с мамами, потому что у мам тоже есть интересные идеи и интересное видение. Вообще с мамами надо общаться. Ну, это наша целевая аудитория, мамы. Папы тоже, но больше, конечно, мамы. Да, общаться с родителями и какими-то идеями обмениваться. Вот. В рамках вот этих фокус-групп, мастер-классов мы будем дарить наборы этих книг, да, чтобы потом в последующем детки смогли это смотреть, читать. В общем, очень, честно говоря, жду, не дождусь, когда же разрешат ну, вот, собираться, может быть, это к Новому году будет, может быть, это после Нового года будет. Ну, в любом случае, такие фокус-группы, мастер-классы надо делать. Мы уже проводили, не только здесь, в Якутске, мы проводили в Москве, в библиотеках у нас были, да, встречи с нашими клиентами, потребителями, и это очень классно, прям идеи такие хорошие приходят, вот, и услышав эти идеи, мы тоже как-то трансформируем их в наши новые книги, вот. Так что бизнес у нас больше, ну, тоже про общение. Любим общаться, показывать, тестировать. Вот. Наверное, уже будем отключаться. Если есть вопросы, то задайте, пожалуйста, вопросы ваши. Так. Да, спасибо, что интересно. Хорошо, ну все, спасибо большое, что вы были с нами. Я вам напишу, да, вот как адрес свой напишу. Ой. Так, я вам сейчас напишу страничку, как называется. Хорошо. Ну все, спасибо большое, что были с нами. Я думаю, вам понравилось, как-то было полезно. Да, жду откликов. Приходите на страницу, вы можете позвонить мне, зайти на Инстаграм или написать письмо. Все, спасибо, до свидания.